утро, Якутия! В эфире главного национального канала программа «Новый день». На календаре 6 ноября. В студии дежурного эфира Катерина Винокурова и Иван Луцко. И в ближайшие 2 часа мы и наши коллеги будем знакомить вас с самой полезной утренней информацией, а также знакомить вас с интересными гостями нашего эфира. Доброе утро! Какие гости у нас будут? Сегодня мы поговорим о финансовой грамотности, ее важности в современном мире. Также узнаем, что представляет из себя форум «Молодежный вектор». Также в нашей студии ожидаем замечательную талантливую семью Светланы Хабаровской и Анатолия Степанова. И все мы знаем, что 13 ноября первый президент Якутии Михаил Ефимович Николаев отмечает свой день рождения. Мы поговорим об именной стипендии «Знанием победишь», которую учредил первый президент, и вручение ее продолжается будет в ближайшее время. А помимо этого мы поговорим сегодня также о малом бизнесе, проконсультируем вас, как зарегистрировать свое ИП, не выходя из дома, и ознакомим вас со свежими вакантными местами от Центра занятости населения. Ну и, конечно же, ознакомим вас обязательно со свежим прогнозом погоды прямо сейчас. Итак, сегодня в центральных улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 11, минус 14 градусов. Днем ожидается до минус 12, минус 13. В Заречье минус 10, минус 12. Днем минус 9, минус 13. В южных улусах минус 12, минус 13. Утром, днем минус 15, минус 17 градусов. А в Вилюйских улусах минус 16, минус 18, утром, днем минус 15, минус 18. В Нижнеленских минус 16, минус 22, утром, днем минус 14, минус 24. В Западных минус 12, минус 21, утром, днем минус 15, минус 21. В Колымендигирских минус 16, минус 30, утром, днем минус 7, минус 18. В Янских улусах минус 16, минус 23 утром, днем минус 13, минус 16. В северо-западных минус 18, минус 30 утром, днем минус 23, минус 24 градуса. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 18 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Ветер северный 4,9 метров в секунду. А днем в городе Якутске ожидается минус 17, минус 19 градусов. Вот такой интересный прогноз погоды. Холодает на всей территории Якутии. Но главное оставаться в тепле своих сердец. А мы хотим напомнить вам про нашу акцию, которую мы объявили не так давно. Письма с фронта. Если у вас сохранились письма, рукописи от ваших бабушек, дедушек, прадедушек, то обязательно по желанию, конечно же, приносите их к нам. 201 кабинет, Орджоникидзе 48, 2-й этаж. Также хотим напомнить вам про наш электронный адрес «Утро НВК», и наш инстаграм-аккаунт «Утро НВК Саха». Да, теперь передаем слово информационной службе нашего канала. Доброе утро! В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Управление аварийно-восстановительных работ «Газпром Трансгаз Томск» в Нерюнгри начнет работать 1 января 2020 года. Новый филиал создается для обеспечения надежной и безаварийной работы силы Сибири, выполнения плановых ремонтных и при необходимости аварийно-восстановительных работ на магистральном газопроводе. Отмечается, что филиал обеспечит работой 115 человек. Основными сотрудниками будут монтажники наружных трубопроводов, электрогазосварщики, изолировщики, а также инженерно-технические работники. Компания уже начала подбор персонала, в основном из жителей Якутии.
Стоимость билетов на паром через Лену выросла. На сегодняшний день перевозку осуществляет один паром в сопровождении ледокола по маршруту Жатай-Техтюр. Так, по новым тарифам за перевозку легкового автомобиля придется заплатить 3900 рублей, а легковой УАЗ переправят за 6700. Грузовой УАЗ или микроавтобус обойдется 8500 рублей. Что касается автобусов и грузовых фур, то здесь стоимость зависит от их размера и длины. Стоимость начинается от 11 тысяч. Такие тарифы будут действовать до завершения работы парома и открытия ледовой переправы. В Британском музее заказали создание второй части уникального экспоната модели летнего праздника Эсэх. Ее изготовил якутский мастер-косторез из бивня мамонта в конце 19 века. Модель была изготовлена специально для международной выставки, проходившей в Париже в 1867 году, где ее и купил куратор Британского музея. После консультации с экспертами Якутии руководство музея заказали изготовление второй части экспоната у известного художника-костореза Федора Маркова. По контракту якутский мастер должен завершить работу в феврале следующего года. Для реализации идеи Федору переданы бивни мамонта высшего сорта от членов Союза сборщиков, переработчиков и экспертов мамонтовой фауны Якутии. Сделано очень классически и в высоком уровне того времени. Тогда совсем другие инструменты, резцы. Сейчас мы работаем совсем по-другому, в основном бормашиной, поэтому мне трудности по-своему. У них, наверное, тоже по-своему было, поэтому стараюсь поближе, сохраняя эту традицию и стиль работы ближе должно быть. В Якутске почтили память выдающегося поэта, переводчика Ильи Винокурова «Чыгылган». Это событие стало завершающим в череде памятных мероприятий, посвященных 105-летию знаменитого поэта из Намского улуса. В памятном мероприятии приняли участие студенты, земляки и литературоведы. Илья Винокуров «Чыгылган» начал рано писать, и первые стихи печатались в начале 30-х годов прошлого века. Его поэзия завоевала популярность в годы Великой Отечественной войны. Поэт воспевал героический подвиг воинов советской армии и самоотверженный труд в тылу. В плане еще у нас стоит очень много, такая исследовательская работа в том плане, что очень много еще не открытых страниц в жизни и биографии данного поэта. Это значит, как он работал в радиокомитете, как он работал в книжном издательстве, пока точных, красочных, открытых, доступных материалов пока у нас таких нету, поэтому мы на следующие годы будем работать по данной тематике с нашими писателями, хотим держать связь с Институтом гуманитарных исследований. В поселке Кысылсыр проживает много национальностей и малых народностей, все они живут в мире и согласии. Именно поэтому в Кысылсыре впервые был проведен фестиваль песни и танца разных народов. Участниками стали десятки разных ансамблей и солистов, каждый из них представлял культуру разных народов. Жюри оценивали разнообразие представленных жанров, культуру исполнительного мастерства, артистизм и многое другое. В следующем году фестиваль, по словам организаторов, станет еще масштабнее. Нас всех объединил многонациональный поселок Кызылсыр. Это сердце газовой промышленности Якутии. Сегодня мы здесь, в Центре народного творчества «Вдохновение», проводим улусный фестиваль песни и танца народов мира. Оставайтесь с нами, мы следим за развитием событий. Хочется поблагодарить наших коллег за оперативную информацию и плавно подвести к тому, что у нас стоит вот здесь на стойке. А это хлеб бездрожжевой. И у меня в голове появилось пару строк. Катя, кушай хлеб бездрожжевой, будешь ты всегда худой. Я и так худая. Так, а может, если хлеб не будешь кушать, так и все? А у нас на очереди наша рубрика «Вакансии». Внимание на экран. Итак, требуется лаборант химического анализа 3-го разряда. Лаборант химического анализа воды, опыт работы, без вредных привычек,
прохождение допуска к работе. Заработная плата 23 тысячи рублей. Водитель автомобиля без предъявления к образованию не менее 5 лет. Опрятность, аккуратность, вежливость. Заработная плата 60 тысяч рублей. А также электромонтер по обслуживанию электроустановок 4 разряда. ДЭС, село Табалах, профильное техническое образование и практический стаж работы в должности электромонтера по обслуживанию электроустановок 3 разряда. Опыт работы не менее 6 месяцев. Заработная плата от 61 тысячи рублей. Как мы и обещали, мы продолжаем разговаривать на интересные темы, и хотелось бы сообщить такую интересную новость. 31 октября этого года стартовала 6-я Всероссийская неделя сбережений. В рамках этого масштабного мероприятия проводятся в каждом регионе страны открытые лекции, онлайн-семинары и фестивали по финансовой грамотности. Это очень актуально. И у нас в республике мероприятия по повышению уровня финансовой грамотности проводятся при поддержке Министерства финансов республики, финансовых институтов, Центра финансовой грамотности, Союза торгово-промышленной палаты республики. И у нас сегодня в гостях как раз-таки консультант по финансовой грамотности проекта Министерства финансов по повышению финансовой грамотности взрослого населения Рита Якушева. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну что можно узнать о данных мероприятиях, на данных мероприятиях? На данных мероприятиях, во-первых, можно узнать основные вопросы финансовой грамотности человека. Да? Ведь финансовая грамотность нас окружает в нашей повседневной жизни буквально сплошь и рядом. Мы каждый день оплачиваем покупки, мы каждый день пользуемся какими-то сервисами. Да? И получается, что мы должны грамотно распределять свои финансы. Вот где проходят сейчас эти мероприятия, на каких площадках, где могут присоединиться простые жители города, столицы? Сейчас такие мероприятия проходят у нас в центре. Мы находимся в бизнес-центре на Кирова, 18, блок В, на 8-м этаже 811 аудитории. Вот. Такие мероприятия мы проводим в четверг и пятницу. На прошлой неделе были 31 и 1 ноября. И на этой неделе, 7 и 8 ноября, тоже будут две лекции. Эти мероприятия бесплатные, проводят их эксперты нашего центра, которые прошли обучение в финансовом университете правительства Российской Федерации. Вот. И также мы работаем при поддержке Министерства финансов, при поддержке Национального центра финансовой грамотности, портала вашефинансы.рф. Все материалы, которые мы, скажем так, читаем, да, для слушателей наших лекций, курсов, семинаров и так далее, мы получаем именно оттуда. То есть они все подготовлены профессионалами. А вот сейчас в обиход входит интенсивно термин «цифровая экономика», финансовые ресурсы в области цифровой экономики. Вот что это за понятие, как его соотнести взрослым и, возможно, детям даже? Ну, термин «цифровая экономика» буквально означает развитие компьютерных и интернет-технологий. То есть к ним можно, к цифровой экономике можно отнести мобильные сервисы банков, интернет-магазины, компьютерные игры, даже социальные сети. То есть все то, где что-то можно купить или что-то продать. Вот. А наши дети сейчас – это активные пользователи. То есть они играют в компьютерные игры, общаются постоянно в социальных сетях. Вот. И родителям важно контролировать этот процесс. То есть знать, где и как зарегистрирован ребенок, не подписан ли он на какие-то платные подписки. Потому что может случиться такое, что неприятный сюрприз, да? Мы можем получить огромный счет за мобильный интернет, либо списание с банковской карты, если мы вдруг не сохранили на компьютере свои данные, и ребенок спокойно мог ими воспользоваться. Вот такой контроль нужно производить регулярно, то есть почти каждый день, можно сказать, да, чтобы таких сюрпризов избежать. Вот. Основные правила какие для родителей? Основные правила – это контроль и еще раз контроль. То есть знать все о том, где и как ребенок подписан в интернете. Ну, вот вы проводите еще лекции и по управлению личным бюджетом. Вот что это такое? С чем это едят? Да,
Личный бюджет – это самый основной инструмент финансово грамотного человека. Да? Вести личный бюджет вообще очень легко и просто на самом деле. Есть два простых способа. Это можно установить мобильное приложение на телефон, либо скачать какую-то программу, установить ее на компьютер, либо использовать онлайн-сервис, такой как мобильный банк. Такие приложения, как правило, безопасны в использовании, они полностью защищены, и есть гарантия того, что ваши средства будут в сохранности. Ну, например, что можно сделать с помощью мобильного приложения, да, допустим, это установить лимит расходов. И, допустим, если вы, например, совершаете покупки, то программа может вам дать сигнал, что вот лимит заканчивается, стоит притормозить с покупками, вот. Либо задуматься о том, как сократить свой расход и так далее. А второй простой способ – это введение таблицы в Excel, ну или по старинке записывать все расходы в блокнотик, а потом считать свой расход и сопоставлять его с доходом. Видимо, такое приложение не подойдет для шопоголиков. Мы сегодня, Как раз для шопоголиков как раз подходит. мы сегодня говорим, что финансовой грамотности нужно обучать и детей тоже, да? А с чего начать внедрять эти знания ребенку? Как начать? Вообще, основные понятия, знания – это экономия денег, потому что это первое, что должен знать ребенок, это помогать родителям сохранять семейный бюджет. Вот. И когда мы проводим уроки финансовой грамотности для детей, мы именно делаем акцент на том, как помогать родителям экономить деньги, как участвовать в формировании семейного бюджета. Спасибо большое, что подошли к нам утром в студию, рассказали немного о проекте финансовой грамотности. Хочется пожелать удачи вам в проведении этих лекций, интересных лекций. Ну и главное, чтобы наши финансы были всегда при нас. Спасибо, отличного дня. Спасибо вам. И вот, кстати, продолжение темы финансов. Наверняка каждый из нас, возможно, задумывался о занятии личным бизнесом, искал свою нишу, примерял различные роли бизнеса, возможно, даже состоял в бизнес-плане или в какой-то стратегии. Но иногда возникают вопросы, как же грамотно оформить на бизнес, какие документы необходимы, как грамотно сдавать отчетность. Об этом мы поговорим в рубрике «Мои документы». Сегодня я вам расскажу, как это сдать общество с ограниченной ответственностью, не выходя из дома, на сайте госуслуги.ру. Для этого не обязательно надо ходить в МФЦ или в налоговый орган. Во-первых, надо быть зарегистрированным на сайте госуслуги.ру, но в наше время наверняка каждый житель республики уже на нем зарегистрирован. Во-вторых, надо просто зайти под личной учетной записью под логином и паролем в личный кабинет, в поисковой строке набить услугу «Государственная регистрация юридического лица при создании», и начинаем с вами заполнять заявление. Я вам покажу, как это сделать правильно. Регистрация юридических лиц и предпринимателей. Здесь есть подсказки. Нажимаем поле «Получить услугу», выбираем вкладку «Юридические лица», «Заполнить новое заявление». Прежде чем приступить, мы подтверждаем и даем согласие. Подсказки находятся с правой стороны. Выбираем форму заявления R11201. Выбираем электронный способ подачи с электронной подписью заявителя. Вводим электронный адрес. Это очень важный момент, потому что на электронный адрес поступит результат услуги. Далее набираем название нашего юридического лица. Допустим, будут документы. Здесь же можно из ФИАС выбрать адрес. Например, у нас будет учредителем физическое лицо. Например, 1. Вы можете выбрать, сколько у вас требуется по вашей организационной форме. Следующее поле заявления. Это уже кто у нас является учредителем. В данном случае я забиваю на примере себя. Не забываем указать номер телефона. Здесь же следующим пунктом вам надо будет выбрать вид экономической деятельности. Чем хорош этот сервис? Вы не ошибетесь в выборе АКВЭД в проставлении цифр. Здесь уже все сказано. Можно выбрать основной вид деятельности и любой дополнительный. Дополнительных можно выбирать несколько. Очень часто допускаются ошибки в выборе именно АКВЭД. Люди указывают АКВЭД, который уже не существует. Очень важно, поэтому этот сервис позволяет сделать это безошибочно. Дальше раздел заявления об уставном капитале. Так, заявителем буду выступать я сама. Все, теперь сервис нам дает некоторое время на проверку
персональных данных, которые мы указали в заявлении. Это занимает некоторое время. При положительном решении здесь уже выкатится само заявление. Нам останется прикрепить только уставный документ, решение о создании, подписать электронной цифровой подписью и отправить на регистрацию. Важный момент. Результат по услуге поступит вам на электронный адрес, который мы несколько раз указали в заявлении. Электронные документы будут подписаны электронной цифровой подписью регистрирующего органа. Вот сервис у нас уже проверил документы. Нажимаем «Далее». Вот сформировалось наше заявление. Его можно скачать и проверить. Требования к файлам написаны здесь. Это формат TIFF, не более 2 мегабайт. Представим, что мы уже загрузили эти файлы. Нам остается подписать и отправить документы. На этом все. Спасибо за внимание. Хорошего дня. Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. 13 ноября первый президент Республики Михаил Ефимович Николаев отмечает свой юбилей. В рамках юбилея уже стала традицией вручения именной стипендии Михаила Ефимовича под названием «Знанием победишь». Об этом мы поговорим с гостями в нашей студии. Это Сергей Валентинович Попов, старший референт государственного советника Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. Доброе утро. Доброе утро. И Готовцева Алина, лауреат этой премии 2013 года, ныне студентка 4-го курса Инженерно-технического института Северо-Восточного федерального университета имени Амосова. Доброе утро, Алина. Доброе утро. Сергей Валентинович, ну, коротко, да, такая небольшая предыстория о стипендии. Какой смысл, да, вложил в нее президент? Традиционно с 2002 года вручается эта стипендия. И значение хотелось бы как бы отметить тем, кто вручает это, кто учредил и кто вручает. Это учредил человек, который построил, ну, грубо говоря, да, это цифры, 2000 квадратных метров площади для университета нашего. Да, это КФН, КГФ и 66-й корпус, и бассейн, да, другой. То есть человек, который такое значение придает образованию, что в свое время открыл более 10 высших учебных заведений. Первый, кстати, в Российской Федерации высшее учебное заведение в сельской местности, это наш Чевкиз, ну и так далее, да, очень много перечислять. И как бы мы придаем этому вопросу такое значение, что сами стипендиаты, которые получают «Знанием победишь», они люди, которые дошли до такой, ну, степени как бы интеллектуального развития, да, что они тянут за собой других. Это как бы лидеры образования, это, как вы сказали, учащиеся, ну, которые Алина получила в 11 классе, это у нас педагоги, учителя могут быть, и, конечно же, это у нас лидеры учебных заведений, директора, завучи, то есть люди, которые непосредственно формируют интеллектуальную повестку нашей республики. И не только нашей республики, кстати, надо отметить, что с 2012 года мы вручаем эту стипендию уже жителям республики, Российской Федерации, извиняюсь, и с прошлого года уже зарубежным нашим как бы друзьям, которые тоже определенную степень своего вклада делают на развитие образования нашей республики. А кто и как получает эту стипендию? Как вот это да, проходит? Тут процесс, конечно, очень такой сложный, долгий. Работает общественная комиссия, где представлены как раз-таки наши ведущие как бы интеллектуалы. Это представители СылОФУ, АГИКИ, Национальной библиотеки, ну, общественные как бы наши деятели. И подаются заявки от организаций, от учреждений, и проходит отбор. То есть выдается тем, кто в этом году достиг наиболее высоких показателей и внес наибольший вклад. Вот им выдается. Это и учителя, и педагоги, и также ученики. Ученики, а также лидеры, которые вот могут директора школ, завучи и так далее. Имеется ли какое-то уже сообщество, кто получил это? О, несомненно, конечно, это сообщество имеется. Тем более у нас республика как бы компактная, несмотря на свои как бы огромные расстояния. Ну, нас, грубо говоря, мало. И вот люди, которые получают стипендию, они, как правило, у нас работают с нашей Малой академией наук, в свое время учрежденной Михаилом Ефимовичем, как Ленский край форум.
И там ведется, у них как бы, не скажу, что клуб, да, свой, но ведется некая работа с этими вот, начиная с малых лет, отбирают самых талантливых, им дают лучшее образование, им дают лучшие возможности. Это участие в Олимпиадах, участие в каких-то международных конкурсах, Российской Федерации. У нас, кстати, Михаил Фимович учредил нашу Олимпиаду Туймада, где участвует 16 из 16 стран, да, ну, и так далее. То есть это, когда я разговариваю вот с нашими лауреатами, да, они друг друга уже знают кто-то в Америке сейчас, кто-то в Новосибирске, кто-то в Санкт-Петербурге, кто-то работает в Сколково уже, кто-то в Майтоне работает, кто-то там даже какие-то научные работы в международных организациях делает, ну, с искусственным интеллектом кто-то работает. То есть это люди, которые формируют наш интеллектуальный фонд. Ну, вот как раз Алина является представителем этого сообщества, Да. сейчас студентка 4-го курса. Что дала тебе эта стипендия? Я так понимаю, что медалька вот там, да? Можно посмотреть? Ага. Что дала тебе эта стипендия? Я получила вот в школе, да, за результат вот, за участие в Олимпиадах, за победы в Олимпиадах. А Республиканского каким уровня. предметом? Ну, Олимпиада. я математик, в школе математик. И вот участвовали, потому что нам хотелось, нас с детства приручили к этому, ну, стремиться к победам и тому подобное. И в 11 классе она дает, вот, Олимпиада дает льготные поступления в вузы, ну, точнее, вообще без вступительных испытаний. Вот поэтому, точнее, это скорее Олимпиада для себя. Вот то, что наш труд, скажем так, оценили вот в таком уровне, это дает, ну, ученикам новый стимул, чтобы дальше учиться. Ты сейчас являешься студенткой инженерно-технического Да, института. строительство. правильно? Строительство. Почему ты пошла в эту область, в эту сферу, выбрала? Ну, инженерия. Сейчас моделирование, оно очень распространено. И как раз-таки вот в инженерно-техническом у нас в республике, вот, точнее, она только начала развиваться. И вот я хочу в этом участвовать, развивать вот это направление, именно BIM-проектирование. Хочется пожелать Алине удачи. Надеюсь, что вот эта премия дала определенный тоже стимул в развитию твоих навыков и компетенций. Хочется заранее поздравить всех победителей уже этого года и пожелать им успехов в их деятельности. Спасибо. А сейчас мы прервемся на короткую рекламную паузу. Оставайтесь с нами. Сахамук менталитета өйі саната сира майгыта, онуға интеллигенция оруыла, урут, уанна билинги кемгеден, судурбута суық кемеға, билим доктора профессор Никита Диевич Архиповтын сәхіргейі. Ал лукмас, алтынны 6 күнігер, сәредеға, кие 6 час 15 минутыға. Көрің, сәңәрің, санағытын үлестің. Махтал – это благодарность. Махтал – это любовь и забота. Махтал – это тепло и вкус. Махтал – наше сердце для вас. Будь собой, будь популярной, ярко, стильно и не как у всех. Более 1000 моделей по нереально низким ценам. Торговый дом СРБК. 10 ноября. Сахая. Рыгыт Джилхата. Дни школьных каникул, сказки от Оле Лукоя. Оған барыға. Сәтінне 10 күнігер. Истейду баяны мұратын бірайы күнді көрәтшілерін аяқ жылын сағылыр бастығы кәнтерігер үңірат. Баянынан ыры тойып, көр күлі жора кейхеті. Доргон дойду 5 сылыгар. Сетинни 9 күнігер сақа театрыгар ыры аян, тыннақ музыка түйілгеді. Котугу қоғын жарағын пағылып, урата елғала ырылары. Билеттер тестерусрус.com сайка атыланалылар. Жарағын пағылып, жора кейхеті. Новый год – праздник волшебства и сказки. Праздник детства, который дарит чудо и подарки, новые надежды и веру в самое лучшее и светлое.
Наши товары создадут праздничную атмосферу. Волшебство приходит вместе с азбукой. Добро пожаловать в новый день, 6 ноября на календаре. Якутия стала одним из самых читающих регионов. Лауреатами этого года были объявлены наша республика Саха-Якутия, Нижегородская область и Красноярский край. А главный приз завоевала Белгородская область. Подробнее в нашем следующем сюжете. Жительница Якутска Тамара Федорова – частая гостья в библиотеке. По ее словам, чтение в ее жизни занимает особую роль. Как признается Тамара, когда она читает, то отдыхает душой. Девушка обычно читает 2 книги одновременно. Обычно я читаю 2 книги одновременно. Это и художественная книга, и книга для саморазвития. Да, то есть бывает так, что читаю параллельно 3 художественные книги. Многие удивляются, как можно читать так много книг, да, но это все равно, что как сопоставимо с тем, как будто смотреть сериалы. Можно смотреть разные сериалы, остановиться и дальше смотреть другой сериал, да, например, так же. Читать я начала очень рано, в 4 года, и тогда, наверное, это были мои подруги, которые уже учились в школе. Так как они были постарше, уже умели читать, я хотела быть похожими на них, да, на своих подруг, и научилась читать очень рано, и читала сказки, да, в основном. Так и, вот, наверное, любовь прям к литературе, когда во взрослой жизни, это вот, наверное, пришло ко мне в студенчестве. Когда мы учились в Москве, маленькие книжки с мягкой обложкой, мы покупали их за 25-30 рублей в общаге, в общежитии, мы друг у друга одалживали, обсуждали книги, да. Как-то вот в это время, как раз, когда тебе 20 лет, человек начинает интересоваться литературой, да, и, ну, в общем, искусством. Тамара также состоит в книжном клубе при Национальной библиотеке Якутии. Здесь члены клуба собираются и обсуждают прочитанные ими книги. Я состою в книжном клубе. Книжный клуб у нас при библиотеке национальной. У нас где-то порядка 10 человек в этом книжном клубе уже работает. Ну, книжный клуб уже собирается 2-й год. Мы себе планируем прочесть, например, 1 книгу на всех и читаем ее где-то месяц, потом встречаемся и обсуждаем. Участницы нашего, ну, это девушки в основном, да, участницы книжного клуба, мы очень сблизились друг с другом. Последнее наше задание, вот как раз встречались мы в прошлое воскресенье, последнее наше задание — это книга Михаила Лобковского «Хочу и буду». Как раз вот собираюсь начать читать после того, как завершу 1 книгу. Да? Как стало известно в эти дни, Якутия вошла в 3 лидеров самого читающего региона. Всероссийский конкурс «Самый читающий регион» проходит с 2015 года. Лауреатами этого года объявлены наша республика, Нижегородская область и Красноярский край. А Белгородская область завоевала главный приз. Заявка формировалась на основании анализа огромного количества фактов. Например, оценивались даже количество книжных магазинов в нашей республике, количество читающих, записанных в библиотеках, количество фестивалей, мероприятий, проведенных по продвижению чтения, достижения нашего книгоиздательских каких-то направлений институтов чтения. Огромная совокупность фактов, и вот это все в итоге оценивалось по баллам и вывело нас в 3 лидеров. Торжественная церемония награждения лауреатов состоится 14 ноября на 8-м Санкт-Петербургском культурном форуме. Наталья Кулисова, Олан Сосолятин. Новый день. Логично, для того, чтобы развиваться далее, надо вкладываться в нашу молодежь, потому что молодежь — это будущее. Поэтому и проводятся различные форумы на различных площадках для того, чтобы объединить молодежь, что-то обсудить, чему-то обучить. Вот такой хорошей площадкой стал недавно проведенный в республике молодежный форум «Вектор». Подробности в сюжете Максима Гоголева. Потенциал молодежи бескрайний, и нужно дать все условия, чтобы этот потенциал раскрыть. Такая цель сподвигла создать молодежный общественный форум «Вектор». Мы на этом форуме рассматриваем и работаем по векторам 22 направлений. Определили тему площадки как генерация новых культурных брендов по принципу междисциплинарности и неочевидности. В первой части
форума провели дискуссионную площадку под названием «Диалог на равных». Мы занимаемся тем, что помогаем некоммерческим организациям, активным гражданам составить свою заявку и подать ее на грантовый конкурс. Именно молодые люди должны участвовать в таких мероприятиях, потому что за нами стоит будущее. Надо сказать, что атмосфера форума была очень теплой и открытой. Диалоги велись с двух сторон, что само собой говорит о том, что каждый получил свой ответ. Главная цель организаторов – создание условий для развития научного и инновационного потенциала и самореализации молодежи, вовлечение молодых людей в процессы социально-экономического развития республики. И мы более чем уверены, что эта цель достигнута. Максим Гоголев, Улан Сысолятин, «Новый день». А теперь продолжим обсуждение форума «Вектор». С гостями в нашей студии это Александр Кузьмин, руководитель направления «Вектор развития молодых специалистов». Доброе утро, Доброе Саша. утро. И Ирина Бурцева, руководитель направления «Вектор развития молодых патриотов» в Якутии. Доброе утро. Доброе. Ну, пожалуйста. Ирина, если в начинай. России, да, и в нашей республике, Ирина, единая площадка по воспитанию, по патриотическому воспитанию. Вектор развития патриотов – это мое направление, это форума. Ну, действительно, в России есть такие площадки. Без прошлого нет настоящего, тем более будущее. Прошлое – это наша история, а будущее за нашими детьми, за молодежью. Поэтому в 2015 году президентом России был подписан указ о развитии, о создании российское движение школьников. А в 2016 году по инициативе министра обороны Сергея Кужугетовича Шойгу, также было поддержано президентом России, было создано Всероссийское детское юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия». Вот российское движение школьников РДШ и «Юнармия» являются единым консолидирующей площадкой по всей России. И в Республике Саха-Якутия эти два направления также, как два крыла, сейчас являются площадкой именно по воспитанию детей, по патриотическому воспитанию. Есть направления, которые сейчас активно внедряются в образовательных организациях нашей республики. Ну вот очень часто мы видим иногда на форумах, спрашивают, вот зачем Юнармия нужна, какие она цели перед собой ставит, зачем мы вот так воспитываем наших детей. Вот ваше мнение, зачем это необходимо и какая цель была создана? Вот бытует сейчас среди наших и старших товарищей, наших коллег, вот почему вот упростили начальную военную подготовку. Начальная военная подготовка у нас была в советское время с начальных классов, да, и сейчас военно-патриотическое воспитание, основа военной службы проводится именно в старших классах в рамках курса ОБЖ, там всего лишь 34 часа в год. А Юнармия именно вступает с 8-летнего возраста. И там именно обучают углубленно по основам военной службы. Поэтому здесь проводится вне уроков, вне школьных мероприятий. Углубленное изучение по основам военной службы. Поэтому действительно это направление важное. Ирина, расскажите, из каких отраслей, да, стояли участники вашей группы? Вектор развития молодых специалистов полностью курировал Федерация профсоюзов Республики Саха-Якутия. И у нас в нашем направлении более 40 профессий было представлено из 17 отраслей. Это вот как образование, здравоохранение, культура, жизнеобеспечение и так далее. Отбор участников у нас был через портал АИС «Молодежь». Любой желающий, соответствующий требованиям форума, мог принять участие. И, получается, мы рассматривали и работали уже с кандидатами. А какие мероприятия прошли в рамках? В рамках нашего вектора у нас был диалог на равных, были дискуссии, деловые игры, конкретно развитие молодого специалиста. Мы приглашали специалистов из Министерства труда, которые конкретно рассказывали, какие льготы, какие возможности есть у молодого специалиста. Также, помимо всего этого, мы работали конкретно по развитию молодых самих специалистов. Мы говорили про гранты, в каких мероприятиях можно принять участие. Вот так. Спасибо большое, Ирина. Александр, что подошли к нам сегодня в студию. Хочется пожелать удачи в проведении различных мероприятий и форумов, чтобы цель всегда оправдывала те средства, которые вы вкладываете. Спасибо.
Удачного дня. У нас небольшая рекламная пауза впереди. Оставайтесь с нами. Уважаемые жители республики, не упустите возможность приобрести новые квартиры на улице Строителей в городе Якутске. Звоните 459-359. Позабыли, не купили, только время упустили. Делаем умнее. Покупаем квартиру в строящемся доме на улице Полины Осипенко. Старт продаж. Сейчас самое время. АО ДСК 33 13 28. СК Мебель предлагает мебель для детских садов и школ. Кресла, сейфы, офисная мебель и кабинеты для руководителей от эконом до премиум класса ведущих российских производителей. Доставка и сборка бесплатно. СК Мебель. Офисная мебель на любой вкус. Прошло время голых стен. Теперь в стоимость квартиры все включено. Предлагаем вступить в долевое участие жилого комплекса «Олимп-Сити» и приобрести квартиру уже с готовым ремонтом. Звоните по телефону 744 556. Сахаселин бастың аттыра. Бастакыха. Концертная программа. День рождения и снова. Акция продолжается до 10 ноября. Скидка на все 70, плюс еще 23%. Спешите! В магазине «Морозко» скидки до 6000 рублей с пары. Унты «Морозко» согреют вас в суровой якутской зимой. «Морозко» – качество, проверенное временем. Единственный магазин в торговом центре «Вавилон». «Морозко» – сказка наяву. Весь ноябрь. Акция в салонах «Торнадо». Большая зимняя распродажа и шанс выиграть 100 000 рублей. 16 ноября в Государственном театре оперы и балета единственный концерт зажигательных бурановских бабушек. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. У нас для вас хорошая информация. Приглашаем всех желающих сегодня, 6 ноября в 14 часов в музейный комплекс «Россия. Моя история» на запись передачи «Лекториум». Лекторами сегодня выступят военные писатели из Москвы. Это Игорь Шумейко и Сергей Михеенков. Игорь Шумейко, автор исторических исследований, Вторая мировая перезагрузка. Тема сегодняшней лекции будет называться «Судьба и красота Евразии». Лекции Сергея Михеенкова, военного писателя, автора серии «ЖЗЛ» о маршале Георгии Жукове, Константине Рокоссовском и других, посвящена теме «Якутяне в битве под Москвой». Поэтому всех, кто неравнодушен к военной истории, приглашаем сегодня на запись передачи «Лекториум». Напомню, состоится она в 14 часов в музейном комплексе «Россия. Моя история». А вот будет ли погода способствовать тому, чтобы вы сходили, подышали свежим воздухом и не замерзли, узнаем прямо сейчас из прогноза. Сегодня, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных улусах днем минус 12, минус 13, Заречье минус 9, минус 13, на юге республики минус 15, минус 17, в Вилюйских улусах минус 15, минус 18, в Нижнеленских улусах минус 14, минус 24, на западе республики минус 15, минус 21, в Колымо-Индигирских улусах от минус 7 до минус 18, в Янских улусах минус 13, минус 16, на северо-западе минус 23, минус 24. Значит, в Якутске в 6 утра температура воздуха составляла минус 18 градусов, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, ветер северный 4,9 метров в секунду, ну а днем ожидается уже не так, как было в октябре, минус 17, минус 19. И мы продолжаем. Конкурс «Лучшие товары Якутии» нашел в Алекминском районе новое имя в номинации «Сферы услуг». Нарыя Протопопова, мастер маникюра. Казалось бы, эта ниша даже переполнена различными мастерами. Тем не менее, этой девушке удается не просто держать на плаву, но и вести предварительную запись на несколько месяцев вперед. Подробнее в материале наших коллег.
Сейчас часто обсуждаются возможности малого бизнеса, насколько имеет он шанс выжить в нынешних условиях. Мнения спорные, но многое зависит от самого предпринимателя. Сложно, тем более, все мы знаем, у нас город маленький, и конкуренция может быть большой, и спроса может не быть. Но девушка доказала своим примером, что все возможно, если ты любишь свое дело, делаешь его хорошо. Маникюрный бизнес достаточно развит. Даже в Алекминске конкуренция большая. Тем не менее, у НРИ уже расписан ноябрь. Вот-вот и декабрь будет разобран. Именно вот к НРИ я мечтала 2 года. Она еще, когда на дому занималась этим, да, я никак не могла попасть почему-то. Но мне кажется, что здесь мне стало намного удобнее. Я поменяла уже 4 мастера. И вот единственный мастер, который устроил меня полностью. Молодая девушка приехала в Алекминск в 2012 году, обучилась на курсах, начала с нуля. Сегодня арендует помещение в центре и планирует рост. Финансовые возможности есть, но в скором времени надеюсь, что у меня будет свой собственный салон красоты. По отзывам клиентов в первую очередь качество. Лично я всегда стараюсь попасть именно сюда, вот к этим девочкам, потому что я им доверяю, во-первых, качество, свои руки, свои ногти, доверить. Кроме того, благожелательная атмосфера, ну и комфортное пребывание, продуманный дизайн, удобная мебель. Одна из проблем расширения – кадры. Хозяйка делится, хотелось бы более широкий спектр услуг, готова помочь на старте, но желающих мало. Вообще, на самом деле, пишут, вот нехватка времени. Я хотела, допустим, чтобы они поехали, допустим, в Иркутск или в Якутск. Я хотела оплатить там, допустим, курсы, чтобы они отучились и приехали, полностью получается вот это вот. Но у них всегда таких нету готовых именно мастеров. Ой, у меня там дети там. У нас сейчас острая нехватка мастеров именно в нашем городе, не хватает мастеров красоты. Конечно, хотелось бы, чтобы именно салон был красоты, где все есть. Где наращивание ресниц, где макияж, где педикюр, где маникюр. Вот это вот все. Но у нас реально очень острая нехватка мастеров именно красоты. Дарить настроение и красоту – это призвание. Для НРИ это не просто работа и бизнес, это любимое занятие. Возможно, и в этом есть только решение проблемы. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Вот спасибо, Катя, за интересный сюжет. Девочкам понравилось. Пожалуйста. А мы продолжаем. 25 лет Ассамблеи народов Республики Саха-Якутия отмечается в этом году и 30 лет Ассоциации коренных малочисленных народов Севера. И сегодня мы поговорим с гостями в нашей студии. Это семья Степановых, Светлана Хабаровская, отличник образования Республики Саха-Якутия, учитель года 2016, ветеран труда Республики, и Анатолий Степанов, заслуженный работник образования Якутии, почетный работник общего образования России, ветеран труда России, поэт, писатель и мелодист. Доброе утро, уважаемые Доброе гости. утро. Расскажите немного о своей семье, когда она создалась? Прежде чем начать наш разговор, мы хотим вам, Екатерина и Иван, подарить наши подарки, которые мы принесли вам. Спасибо большое. Спасибо. Это сделано вот вашими руками, да? Вы сами делали, да? Сами делали. Ага. И книга моя, это собственная. Здорово. Стихи. Авторская книга. Спасибо огромное. Большое. Мы познакомились, конечно, в детстве, еще в далеком 69 году, ровно 50 лет тому назад. Мой отец, наша семья переехала в Березовку, села Березовка. Вот там я, 8-летний ребенок, просто заметил девочку, которая... у нас была очень маленькая школа, там всего 3 кабинета было, и везде были эти железные печки. Вот там возле одной печки стояла маленькая девочка, замерзшая. Я ее все время так замечал. Конечно, тогда какая влюбленность, 8 лет. Это у нас любовь началась уже потом. Сейчас у нас 2 детей, 5 внуков. Самому старшему сыну 35 лет. И вот представьте, сколько лет мы с ней живем. Если мы еще познакомились, когда нам было 8 лет. Это вы, братья, уже сколько лет состоите, получается? 36 где-то. А чем занимаетесь в повседневной жизни? Сегодня, да. Моя жена Светлана, она после школы, в 79 году закончила школу, с тех пор работала
до сих пор работала учителем. Учителем начальных классов, учителем эвенского языка. Но она сама еще по себе расскажет. Но я тоже, я работал преподавателем в Нижнеколымском колледже, первым заместителем директора, директором школы в Березовке. Ну и последние годы, вот до выхода на пенсию, я работал начальником управления образования Вено-Бутантайского вуза. И практически вот всю мы свою сознательную жизнь работали учителями. Светлана, немножечко о себе. Вы так скромно ждете, когда муж расскажет. Когда поехала работать в Устьянский район во время по направлению, мы с ним договаривались, как будем общаться. Он тогда был ведущий радиостанции. Кстати, я у вас бывший коллега. Радиостанция Гаван. И мы договаривались о том, чтобы если, какое-нибудь такое кодовое слово должен он там нечаянно сказать, чтобы никто не заметил. И когда передача подходила, я уже там жду, ожидаю, там, не забыл ли он. Мы тогда еще не вместе жили, а просто это. Сидели, слушали, выслушивались. Ага. И когда он говорил такие кодовые слова, А какое, например, слово? А теперь привет красавицам. Это эвенские слова. Ага, так, чтобы это незаметно было. Прошло И понятно было только вам, да? Да. И сразу на целый день заряд бодрости, энергии и уже на работу. Вы творческая семья, и мы знаем, что вы подготовили для нас небольшой сюрприз. Вы хотите исполнить песню. Пожалуйста, есть такая возможность. Ага, возьмите микрофончики. Нет, вот там. Ой, расплакалась. Как приятно. Светлана Хабаровская, Анатолий Степанов у нас выступают в студии. Хочется пожелать этой семье еще внуков, чтобы у них было все замечательно. Поэтому прощаемся. Хорошего настроения вам на весь день. Всего вам самого доброго. И встречайте новый день вместе с нами. Пока-пока.